Добрый день, дорогие читатели! Мы продолжаем изучать программирование для школьников. И на прошлом занятии мы с вами прошли 3-й уровень, поэтому мы продолжаем. Итак, мы зашли в панель ученика. Мы можем поменять героя. Давайте, так как мы уже по традиции поменяем героя. Поменяем героя. Нажимаем продолжить. Итак, уровень 4. Вражеская мина. Ступай осторожно, опасность прямо под ногами. Итак, играем. Наша цель — избегать огненных ловушек, получить самоцветы и, самое главное, использовать не более 5 строчек кода. Итак, обращаем внимание, что у нас появилась новая функция, да, аргумент. Получается, раньше, если мы хотели сделать 2 шага направо, мы должны были написать hero и функцию move right, и опять ее повторить hero, move right. Теперь мы будем использовать аргументы, и там, где у нас были круглые скобочки, мы можем написать число. И тогда наш герой пройдет именно это количество шагов. Давайте начнем уровень. Итак, в самом начале нам показывают карту нашего героя, и мы видим, что у него уже стоит функция hero move right и скобочек аргумент 3. Итак, наша цель — избежать мин. Давайте для начала проверим, что произойдет, если мы попадем на мину. Запустим, и смотрите, делает 4 шага герой, и гигантский взрыв, наш герой летает, и мы, конечно же, погибли. Так делать, ребята, не надо. Мы должны провести нашего героя так, чтобы он не попался ни этому оргу, и должны обязательно взять кристаллик. Итак, давайте перемотаем назад и поменяем значение на 3. Итак, давайте внимательно посмотрим. Мы после 3 шагов окажемся вот на этой точке. Здесь мины, поэтому мы пойдем наверх. Давайте вспомним, пишем команду hero и функцию move up. Move up — это подняться наверх. Давайте проверим, работает ли. Да, наш герой пойдет наверх, это отлично. Затем нам нужно с вами шагнуть вот на эту точку. Это у нас hero move right. Давайте проверим. Да, вроде пунктирная линия показывает, что мы до туда доберемся. Затем мы должны сделать несколько шагов вниз. 1, 2, 3. И пишем команду hero move down. И получается 3 раза. Мы окажемся вот здесь. И давайте навскидку попробуем пойти направо еще 2 раза. Hero move right. И записываем аргумент 2. Так. Обратите внимание, все, что у нас записано 2 такими линиями, это комментарий. Он, по идее, не читается. И вроде у нас получилось 5 строчек кода. Давайте попробуем запустить. Итак, наш герой пробегает. Давайте ускорим его. Обратите внимание, как смешно сейчас он взорвется. Так, и на этом наш уровень завершен. Отлично. Давайте посмотрим следующий уровень. Уровень 5, и у нас появилась новая функция атак. Получается, мы можем атаковать врагов. Итак, атакуй брака дважды, собери самоцвет, атакуй трегу дважды, герой должен выжить. Ну, давайте попробуем. Вот пример нашего плана. Начнем уровень. Итак, опять-таки по умолчанию у нас уже половина кода есть. Давайте посмотрим, что будет происходить. Наш герой идет и убивает брака. Чтобы убить врага, мы должны его 2 раза ударить. Вот наш новый метод, да, таргет. Таргетом будет у нас служить аргументом имя нашего врага. Допустим, это трек. Давайте попробуем сделать.
Итак, мы оказались здесь. Давайте попробуем забрать кристаллик Here Move Right и попробуем атаковать нашего врага. Итак, аргумент у нас записывается в виде текста, поэтому обязательно должен иметь кавычки. Внутри этих кавычек давайте попробуем добавить имя Трэг. И давайте запустим, что произойдет. Так, герой убивает, идет и один раз ударил. И обратите внимание, если мы один раз ударяем, то это очень плохо, нас убьют. Поэтому мы не забываем, что мы должны атаковать врага именно дважды. Давайте еще раз набираем имя Трэг и запустим. Так, герой выжил, враги побеждены, мы с вами герои и молодцы. На этом наш третий урок заканчивается. Мы прошли с вами 4 и 5 уровень. Надеюсь, у вас все получается дома. Если у вас будут какие-то проблемы, то обязательно комментируйте данный урок, чтобы была с вами обратная связь. Всем пока-пока, до свидания.